Добрый день, дорогие ребята! Сегодня продолжим изучение окислительно-восстановительных реакций. На первом уроке ознакомились с основными понятиями химии, как степень окисления и электроотрицательность. Также научились поставлять степени окисления в химических реакциях. Сегодня, опираясь на эти знания, будем составлять окислительно-восстановительные реакции методом электронного баланса. Итак, тема урока – задание 30 – окислительно-восстановительные реакции. Задание 30 относится к заданиям высокого уровня сложности. Ответ пишется в развернутом виде в бланке номер 2. Что такое окислительно-восстановительные реакции? Это химические реакции, происходящие с изменением степени окисления. Сложность этих заданий заключается в том, что некоторые вещества неизвестны. При выполнении заданий окислительно-восстановительных реакций можно придерживаться следующего алгоритма. Во-первых, определите степени окисления элементов. Подчеркните символы элементов, степени окисления которых изменяются. Выпишите элементы, изменяющие степени окисления. Составьте электронные уравнения, определяя число отданных и принятых электронов. Поставьте пропущенные формулы. Уравняйте число отданных и принятых электронов, подобрав наименьшее общее кратное и дополнительные множители. Допишите уравнение реакции, расставив коэффициенты. Для составления реакции надо знать перечень типичных окислителей и восстановителей. На слайде видно типичные восстановители. Это металлы, водород, уголь, сероводород, катионы металлов низшей степени окисления, аммиак и катод при электролизе. Типичные окислители – это галогены, перманганат калия, оксид марганца 4-валентного, дихромат калия, азотная кислота и серная кислота концентрированные и анод при электролизе. На таблице указаны изменения степени окисления окислителя в реакциях. Обратите внимание на азотную кислоту, разбавленную, очень разбавленную, концентрированную и как они реагируют с малоактивными металлами, с активными и с неактивными металлами. И тут же показана восстановленная форма. Также обратите внимание на серную кислоту, концентрированную, с малоактивными, с активными и с остальными неметаллами. Чаще в уравнениях реакции дается перекись водорода. В кислой среде образует молекулу воды. Более подробно рассмотрим чаще встречающихся окислителей, таких как перманганат калия и дихромат аммония. Перманганат калия, калий марганец О4, в кислой среде изменяет степень окисления до 2+. В нейтральной среде изменяет степень окисления до +4, образуя оксид марганца 4-валентного. А в щелочной среде изменяет степень окисления до +6. Дихроматы в кислой среде образуют соли хрома со степенью окисления +3. В нейтральной среде образует гидроксид хрома 3-валентного. В щелочной среде образуют комплексные соединения. Далее смотрим восстановителей и их среду и окисленную форму. Внимание обращаем на алюминий. Алюминий и цинк, как амфотерные элементы, так образуют в щелочной среде тетраалюминаты, алюминаты, тетрацинкаты и цинкаты при сплавлении и в растворе. Также хорошим восстановителем является сера, углерод, фосфин,
сероводород, аммиак. Приступаем к разбору заданиям, составлению окислительно-восстановительных реакций. Задание. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Цинк плюс калий марганец О4 плюс неизвестное вещество получается неизвестное вещество плюс сульфат калия плюс сульфат марганца и плюс вода. Степень окисления марганца изменяется от плюс 7 до плюс 2 только в кислой среде. Значит, первым недостающим веществом является серная кислота H2SO4. Далее у нас имеется цинк, соединяется с серной кислотой и дает тоже сульфат цинка. Далее составляем электронный баланс. Марганец от плюс 7 стал до марганец плюс 2, принимая 5 электронов, то есть 5 минусов. Поэтому марганец в этом случае сильный окислитель. Цинк от 0 стал до цинк плюс 2. При этом он отдал 2 электрона, поэтому является восстановителем. Далее цифры, которые были у нас 5 и 2, вставляем крест-накрест. То есть перед марганцем ставим 2, где марганец СО4. Далее смотрим, уравниваем. Перед калий марганец О4 ставим 2. Далее цинк. Перед цинком ставим 5 в левой и правой части и уравниваем атомов водорода и атомов кислорода. Таким образом составляется уравнение реакции. Следующее уравнение реакции. Сероводород плюс дихромат калия получается сульфат хрома плюс вода. Здесь отсутствуют 3 неизвестных вещества. Знаем, что соли хрома трехвалентного образуются только в кислой среде. Значит, первым недостающим веществом является серная кислота. А сероводород в кислой среде переходит в свободную серу. Таким образом, мы составляем уравнение реакции. Далее составляем электронный баланс. Хром от плюс 6 стал до хром плюс 3. Значит, он принимает 6 электронов. Здесь надо учитывать, что у нас 2 хрома, поэтому перед хромами ставится двойка. Далее сера от минус 2 стал до сера нулевого, принимает 2 электрона, является восстановителем. 6 и 2 сокращаются, остается 1 и 3. Эти цифры ставим в уравнение реакции как коэффициент, далее уравниваем и получаем уравнение реакции. Рассмотрим задание 30. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Фосфор плюс H-хлор О3, хлорноватая кислота, плюс неизвестное вещество, получается H-хлор и плюс неизвестное вещество. Определите окислитель и восстановитель. Во-первых, ставим степени окисления. Фосфор нулевой, хлор плюс 5, хлор минус 1. Во-вторых, пишем переход электронов. Хлор от плюс 5, принимая 6 электронов, становится хлор минус 1. Значит, он является окислителем. Тогда в этом случае фосфор является восстановителем и повышает свою степень окисления до наивысшего плюс 5. Значит, он принимает 5 электронов и становится фосфор плюс 5. Тогда неизвестные вещества будут в правой части H3PO4, а в левой части H2O. Далее метод электронного баланса. 6 и 5 ставим крест-накрест. Перед фосфором ставим 6 в левой и правой части. Далее перед хлорами ставим 5. 5 и 5.
Далее считаем, сколько водорода у нас получилось в правой части. 23. 6 умножаем на 3 – 18 и плюс 5 – 23. Так, считаем. У нас всего здесь только 5 водородов. Поэтому перед молекулой воды ставим 9. Получается 18 плюс 5 – 23. Последним в окислительно-восстановительных реакциях считаются атомы кислорода. Здесь кислорода у нас 15 плюс 9 – 24. И 6 умножаем на 4 – 24. При выполнении этого задания, если полностью составлены все ответы, то вы получаете 3 балла. Далее рассмотрим, как проверяются ответы и ставятся баллы за работу. Дается уравнение реакции с неизвестными веществами. Во-первых, вы составляете электронный баланс. Второе. Указывайте, какой элемент является восстановителем, а какой окислителем. В-третьих, определяйте недостающие вещества и расставляйте коэффициенты в уравнении реакции. Ответ правильный и полный, включает в себя все названные выше элементы, то получаете 3 балла. В ответе допущена только одна ошибка, то 2 балла. Допущены 2 ошибки, получаете 1 балл. На этом урок подходит к концу. Мы сегодня разбирали окислительно-восстановительную реакцию. При решении данного задания требуются дополнительные внеурочные занятия по химии. Желаю отличной подготовки к экзаменам. Спасибо за внимание.